Главный финансовый документ принимают на 3 года. Уже известно, что бюджет Ингушетии остается социально ориентированным, как и в предыдущие годы. Это значит, что по-прежнему будут развивать здравоохранение, образование и национальную экономику. Глава Ингушетии в установленные сроки внес на рассмотрение в Народное собрание проект закона о республиканском бюджете на 3-летний цикл. О том, каким будет главный финансовый документ региона, рассказывает заместитель министра финансов. Согласно проекту закона о республиканском бюджете, общий объем доходов в 2022 году планируется около 29 миллиардов 923,3 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета – 29 миллиардов 973,6 миллионов рублей. Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составляет 4 миллиарда 513,7 миллиона рублей или 15,1% от общего объема доходов. Безвозмездные поступления, которые сложились из дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая на 2022 год планируется на уровне 12 миллиардов 299 миллионов 600 тысяч. Дотации на частичную компенсацию доп. Расходов на повышение оплаты труда. Мы ее сохранили на уровне текущего года, и она составляет 467,4 тысячи рублей. Субсидии 9 миллиардов 499,3 миллиона. Это 31,7% от общего объема доходов. В проекте закона о республиканском бюджете 80% расходов направлены на реализацию социальной сферы. И это без учета тех средств, которые должны быть перечислены региону из федерального бюджета. Расходы республики разделены по основным направлениям. В первую очередь финансовые средства идут на оплату труда, на страховые взносы и меры социальной поддержки, в том числе лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и выплаты на детей от 3 до 7 лет. Значительную часть расходов бюджета занимают, это 89%, занимают расходы по таким разделам, как образование 35,2%, здравоохранение 4,4%, культура 2,4%, спорт 1,6% и социальная политика 37,4%. В общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, то есть субсидий, субвенций и иных трансфертов, за счет собственных средств, расходы бюджета составляют 17 миллиардов 339,9 миллиона рублей. Таким образом, проект бюджета на 2022 год идет на улучшение качества жизни граждан. По итогам доклада собравшиеся в зале задают интересующие вопросы заместителю министра финансов Ингушетии. Глава Назрани считает, что выделяемых финансовых средств не хватит на нужды самого большого города республики. Учитывая, что у нас около 200 миллионов кредиторов, нам явно этих денег, естественно, не хватает. Учитывая, что это самый большой город, почему у нас ежегодно идет сокращение тех дотаций, которые идут на самый крупный город республики? До последнего времени город Назрань был одним из самых обеспеченных муниципальных образований. И на протяжении последних нескольких лет Минфин занимался тем, что приводил распределение дотаций в соответствии с той методикой, которая у нас законом утверждена. Поэтому за последнее время дотация по высокодотационному, высоко обеспеченному муниципалитету немножко уменьшалась, и эти средства перераспределялись к необеспеченным муниципальным образованием, в частности, Волговецкий, Сунжинский, Назармовский район. О конкретных цифрах говорить еще рано. Проект закона о бюджете еще будут рассматривать с учетом мнений и необходимости распределения средств и сложившихся проблем. Конечно, имеются у нас проблемы. Проблемы – это долговые обязательства нашей республики. 2 года назад долги нашей республики составляли порядка 12 миллиардов рублей. В течение 2 лет последних проведена огромная работа по сокращению этой кредиторской задолженности, меры бюджетного принуждения и государственный долг. То есть сокращение мы получили порядка 45%, то есть довели, долг на сегодняшний год составляет 6,5 миллиардов рублей. Думаю, что и депутатский корпус, который в обновленном составе, совместно с органами исполнительной власти, мы примем активные меры для сокращения этой долговой нагрузки, которая тяжелым грузом лежит на бюджете нашей
Более подробно проект закона будут рассматривать в ближайшие дни. Ну а первое чтение проекта закона о республиканском бюджете состоится через неделю. Рина Сычева, Асхаб Белакиев. Новости 24.